Состоялась 43-я очередная сессия Якутской городской думы. Одним из главных вопросов был бюджет городского округа города Якутск. Перед сессией Якутской городской думы прошли общественные слушания бюджета, где были рассмотрены параметры бюджета и отмечена доскональность подготовки бюджета столицы Якутии. В первую очередь, конечно же, была проделана большая работа финансовым блоком окружной администрации, депутатами Якутской городской думы, всех наших постоянных комиссий. В первую очередь, конечно же, нашей комиссии по бюджетно-экономической политике. И действительно, это плод труда, совместный плод труда наших коллег. На сессии вопросы по бюджету городского округа город Якутск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов выступили с докладами начальник департамента экономики и стратегического планирования окружной администрации города Якутска Любовь Кузьмина и начальник департамента финансов окружной администрации Ольга Максимова. Доходы и расходы бюджета на грядущий 2023 год запланированы в размере 10,5 миллиардов рублей, то есть принимается бездефицитный бюджет. На 2024 год доходы и расходы спрогнозированы в сумме 12,5 миллиардов рублей, на 2025 – 13,4 миллиарда рублей. В текущем году городской округ участвует в реализации 4 национальных проектов – безопасные и качественные дороги, жилье и городская среда, культура и образование. В 2023 году их реализация будет продолжена. Предусмотрено полное обеспечение финансирования на фонд оплаты труда бюджетных учреждений. Расходы на коммунальные услуги в 2023 году запланированы в сумме 589 миллионов рублей, что на 80 миллионов выше текущего года. Социальные выплаты обеспечены на 100%. В полном объеме предусмотрены расходы по реализации проектов по государственному частному партнерству, по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», а также расходы на оплату налога на имущество. В 2023 году планируется благоустройство 30 дворовых территорий. Будет увеличено финансирование по строительству объектов наружного освещения. В следующем году будет предусмотрены средства для расселения граждан из домов, признанных аварийными. Долговая нагрузка на бюджет и отношение муниципального долга к собственным доходам остается в рамках ограничений, которые установлены Бюджетным кодексом России и соответствуют направлению долговой политики городского округа. Депутаты Якутской городской думы отметили, что в бюджет городского округа не входят программы предприятий, финансируемые правительством Якутии, которые работают на территории города Якутска. Есть же еще так называемые, скажем так, невидимое финансирование республики в экономику города Якутска. Это финансирование, скажем, строительства газовых газопроводов, по территории города. Это и водопроводные, канализационные системы. По водоканалу озвучена была сумма 1 миллиард рублей на проведение таких капитальных работ. Поэтому нам грех жаловаться от той слаженной работы, которая сегодня, скажем так, проводится между окружной администрацией и республиканской властью. Счастье, что у города в свое время был главой Александр Сергеевич Николаев, который сейчас у нас является главой республики и который все проблемы, или практически все, достаточно глубоко знает. Почему и, скажем так, республиканская власть и достаточно активно участвует в увеличении бюджета города Якутска. Не от того, чтобы наполнить этот бюджет, а для того, чтобы проблемы решить города Якутска в части, скажем так, тех или иных вопросов. На 43-й сессии Якутской городской думы свою оценку согласно регламенту Якутской городской думы и финансовых правил при принятии бюджета городского округа дали контрольно-счетная палата столицы Якутии и прокуратура города Якутска. Оценка имела предостерегающий характер, чтобы соблюдалось законодательство Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Оценка бюджета дана положительная. Если говорить о параметрах, то бюджет города Якутска по доходам у нас составил 10 миллиардов 470 миллионов рублей. Это, по сути, с ростом на 13,6% согласно утвержденного плана. По расходам сумма такая же, 10 миллиардов 470 миллионов рублей. На следующий год у нас планируется бездефицитный бюджет. Депутаты единогласно проголосовали. На декабрьской сессии мы планируем рассмотреть бюджет уже в окончательном втором чтении. Будет создана рабочая комиссия, которая рассмотрит все вопросы, связанные с утверждением бюджета во втором чтении.
Депутаты городской думы Евдокия Евсикова, Андрей Лебедев, Анатолий Каджагасов, Сергей Черных отметили, что бюджетный процесс проходит в этом году очень эффективно и слаженно. Куда будет двигаться вообще, скажем так, финансовая состоятельность города Якутска, достаточно сложно спрогнозировать. Но я уверен, что сдвиги будут, и нам в любом случае в течение 23-го, 24-го, 25-го года, это я говорю о годах, которые мы сегодня утвердили, нам придется достаточно активно заниматься внесением изменений в бюджет. Ну, начнем с того, что нам сначала надо рассмотреть второе чтение. Вот. Но я уверен, что нам придется достаточно активно совместно с окружной администрацией прорабатывать внесение изменений в бюджет в течение этих текущих годов. Бюджет он должен быть, наверное, подвижным и подвижным под ситуации, которые возникают. Ну, вот, как вы видите, в этом году достаточно серьезные подвижки. Да? Ну, я думаю, что и следующие года будут, наверное, в том же ключе проходить. Более того, мы говорили месяц назад о том, что бюджет города Якутска достиг рекордных цифр, там 27 миллиардов. Но я уверен, что до конца года мы достигнем, наверное, 30 миллиардов. И, конечно, это в основном из вышестоящих государственных бюджетов. В первую очередь федерального и республиканских. То есть, республика очень серьезно помогает. Поэтому здесь только слова благодарности правительству республики и лично Айсену Николаевну. На 43-й очередной сессии Якутской городской думы, кроме главного вопроса о бюджете города Якутска, рассмотрено еще 16 вопросов. На сессии приняты изменения в нормативно-правовой акт о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе город Якутск, о порядке оформления безхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Якутск. Также внесены изменения в правила землепользования и застройки городского округа город Якутск и порядок оформления безхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Якутск. Единогласно принято решение городскими депутатами о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городе Якутске, об утверждении границ территории общественного самоуправления «Северный», также о внесении изменений в отдельные решения Якутской городской думы. Депутатами рассмотрены вопросы установки памятника Семену Захаровичу Борисову, бюста татарскому национальному поэту Мусе Джалилю и мемориальных досок Семену Петровичу Оконешникову, Александру Федотовичу Сафронову. Также согласованы кандидатуры для награждения знаком за заслуги перед Якутском. В заключении 43-й сессии прошло награждение депутатов Якутской городской думы памятными медалями в честь столетия ЯАССР и 200-летия Якутской городской думы. 2022 год юбилейный, как вы знаете, мы продолжаем отмечать столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Также мы нынче отмечаем 200-летие первого представительного органа города Якутска, отмечаем нынче 390-летие города Якутска, 25 лет цеху Туймады, местности Усхотынь. Поэтому, конечно, мы завершаем год, такими трудовыми успехами. Ну и хотелось бы еще раз поздравить горожан с этими юбилейными датами. В Якутском промышленном техникуме имени Тараса Десяткина состоялся финал конкурса профессионального мастерства среди студентов среднего специального образования на призы Якутской городской думы. Всего в конкурсе приняли участие 270 студентов из средних профессиональных учебных заведений города Якутска, городского округа Жатай, села Намцы, поселка Нижний Бестях. Я посетил практически все площадки, где проводился конкурс, и был очень рад, что наши ребята с таким азартом, с таким увлечением вошли и принимали участие в этом конкурсе. Я хочу пожелать всем участникам, победителям хорошего настроения, счастья, успехов в учебе, в работе, чтобы вы повышали свое мастерство на благо развития нашего города, нашей республики, нашей страны. Студенты соревновались по 5 специальностям – автослесари, автомеханики, сварщики, электрики и ювелиры. Задание получается, должны ребята изготовить подвеску. Время, срок 3 часа. За 3 часа они должны закончить по эскизу, по чертежу, все полностью. Ребята каждым годом развиваются,
Каждым годом вот сложные задания дают еще, и вот изготавливают каждым годом вот сложные изделия. Сварщик – это хорошая профессия. Сегодня у них они варят конструкцию детали, стыковом, в горизонтальном положении, в тавровом соединении и трубу стык. 3 конструкции, и дается 3 часа на выполнение. В данное время представитель из НАМского техникума и представитель СЕПК. Здесь должна работать и голова, и рука одновременно. Подготовленность на среднем уровне пока что. Но я думаю, что все ребята, которые здесь участвуют, они поднаберутся опыта и станут лучше и лучше. Якутская городская дума проводит конкурс профессионального мастерства среди студентов средних специальных учебных заведений второй раз. Конкурс отличный, это значит, мастерство наших молодых людей, это очень востребованные специальности. Очень хорошо, что такие конкурсы проводятся у нас в городе Якутске на приз Якутской городской думы. Надеюсь, что впоследствии такие конкурсы будут проводиться и в дальнейшем. Сегодня был приятно удивлен от количества техникумов, представленных в данном конкурсе, их было порядка 6. Всего было 5 компетенций. Я хотел бы сказать, что это важные, основные специальности, которые, можно сказать, всегда востребованы в нашем городе. Но хотелось бы отметить то, что ребята все старались, приложили все максимальные усилия. Ну и, надеюсь, в будущем будут трудоустроены и будут трудиться на благо качества жизни жителей нашего города. По итогам конкурса лучшим сварщиком стал студент Якутского индустриально-педагогического колледжа Дмитрий Семенов. Лучшим электриком – студент Якутского промышленного техникума Александр Подлужный. Лучшим автомехаником – студент Якутского индустриально-педагогического колледжа Василий Спиридонов. Звание лучшего автослесаря был удостоен Данил Покашевский, студент Якутского индустриально-педагогического колледжа. А лучшим ювелиром названа студентка Якутского промышленного техникума Мария Филиппова. Депутаты Якутской городской думы оценили соревнования на отлично. Мы очень рады, что в будущем мы будем еще делать конкурсы побольше, шире, с большим охватом. Ну и, конечно же, еще раз хочу поблагодарить всех организаторов. Большое всем огромное спасибо.